Гамбажап-Цибиков. Избранные труды. О монгольском переводе Ламрим Чинпо. Часть 7. В 1899 году, отправляясь в командировку в Центральный Тибет с целью познакомиться с теоретическим учением северного буддизма или ламаизма, я предпринял перевод на русский язык сочинения Ламрим Чинпо. Особо важное значение этого сочинения, а также его сокращенного изложения, названного Багабодимурун-Зырга, было указано по словам его биографов в предсмертных словах самого автора. Сочинение это подразделяется на 5 отделов, не одинаковых по объему, из коих в переводе на монгольский язык мне встречались только 4, которые и были переведены мною на русский с помощью тибетского текста во время упомянутого путешествия и пребывания в Лхасе. 2 года тому назад, когда я хотел начать печатание русского перевода с комментариями, один известный авторитетный монголист посоветовал мне выпустить его непременно с монгольским текстом и притом параллельным. Я принял первую часть такого совета, а вторую не мог выполнить по техническим условиям издания. Не забегая далеко вперед изложением содержания всего предпринятого издания, я скажу только, что во 2 выпуске 1 тома будет дана биография Цзангхавы с исследованием его деятельности и деятельности его последователей в ходе утверждения современного строя северного буддизма и русский перевод, снабженный соответствующими комментариями. Монгольский перевод Ламрима напечатан по оригиналу, изданному в Агинском Дацане Забайкальской области под редакцией 2 братьев Лам Данжиновых, из коих старший, ныне уже покойный, был много лет настоятелем этого Дацана. Отличался большой ученостью и издал много популярных поучений, а младший, издавший в преклонных летах, 80 лет было ему, упомянутый перевод ученый, тибетский медик, пользуется среди народа большим почетом. Перевод под редакцией Данжиновых не оригинален, он заимствован с издания также Забайкальского Чесанского Дацана. Переводчик этого последнего издания, по-видимому, был знаком с переводом пекинского издания, сделанного во время царствования маньчжурского императора Цаньлуна. Тут указаны годы его жизни, но он почти до неузнаваемости изменил свою редакцию. Имея под руками эти 3 перевода, я решил издать монгольский текст по агинской редакции, как более точной и в то же время весьма характерной по методу дословного перевода. Незначительные изменения, указанные в примечаниях, сделаны по другим упомянутым переводам только для внесения большей ясности. Для уразумения смысла данного сочинения великого Цзангхапы по монгольским переводам необходимо, конечно, знать о тех правилах, по которым обыкновенно делаются переводы, и о том, как тибетский язык повлиял на литературный язык монголов. Выяснению этих вопросов вместе с историей возникновения буддизма и развития у монголов литературы мы посвятим здесь несколько строк. Когда Чингисхан, глава небольшого монгольского племени, благодаря своим способностям и случайностям судьбы, образовал обширную монархию, у него явилась потребность в письменности для сношений с чужеземными правителями, а также для внутренних распоряжений. Но до него монголы, как свидетельствуют историки, не имели или даже не знали письменности. Договаривались на словах и заключали контракт нарезыванием меток на дереве. С постепенным увеличением подчиненных стран и народов этот завоеватель, конечно, имел полную возможность привлекать и держать при себе знатоков письменности, соседей и подданных. Ближайшими из родственных монголам по языку народов, имевших письменность, были жившие на западе от монголов уйгуры,
вопрос о коих остается доселе открытым. Как народ, оставивший в истории много следов своей культуры, уйгуры не перестают обращать на себя внимание ученых до сих пор. По их исследованиям, первыми учителями монголов и первыми чиновниками Монгольской империи были уйгуры. К уйгурам очень рано стали проникать из Индии буддизм, а из Туркестана христианство. В описании путешествия Чанчуня сказано, что из города Бессыма, нынешний Урумчи, выходили встречать путешественника в числе нескольких сот и буддийские монахи, которые были в красном платье, и что в одной кумирне есть полное собрание буддийских книг. Археологические изыскания последнего времени показывают, что в восточном Туркестане в старину процветал буддизм. Там найдены буддийские изображения, надписи как санскритские, так и уйгурские. Затем с западной стороны стал проникать воинствующий ислам. И уже в X веке в восточном Туркестане возникли небольшие самостоятельные ханства из уйгуров-мусульман. По смерти Чингисхана большая часть уйгуров отошла в удел Чагадая, а коренные монголы – Угадею и Тулую. Так как смерть постигла Чингисхана при окончательном подчинении Тангутского государства, понятно, что его ближайшие преемники прилагали свои завоевательские силы именно в эту сторону, то есть в Южный Китай и Центральный Тибет. Теперь возникает вопрос о том, как повлияли религии покоренных народов на монголов, которые придерживались до своего возвышения, без сомнения, только первобытного шаманства. Сам завоеватель едва ли давал предпочтение какой-нибудь религии, а вообще на Востоке не придавали большого значения единству религии в государственной жизни. Шаманство было, скорее всего, семейной религией, так как оно основано на почитании душ предков. Только души каких-нибудь выдающихся предводителей народа могли становиться общепочитаемыми, как, например, дух Чингисхана. Поэтому в истории завоевания Чингисхана в действиях его ближайших потомков не видно гонений на какую-нибудь религию. Все жестокости проявлялись только против политических врагов. Одинаково жестоко избивали мусульман, христиан и буддистов. Точно так же монгольских предводителей, по-видимому, не интересовал вопрос, какую религию исповедуют их подданные. Нет никаких указаний на то, чтобы им была доступна идея труда на благо всего народа. Чингисхан работал только для себя, своих потомков и своих ближайших приверженцев. Этим же можно объяснить и тот факт, что Чингисхан, осведомленный о высоких дарованиях даосского ученого Чанчуня, пригласил его к себе не для выслушивания наставлений об устроении своего государства и народа, а главным образом узнать, какое у него есть лекарство для вечной жизни. Вообще же Чингисхан и его ближайшие преемники, как говорит Бартольд, не подчинялись всецело влиянию своих культурных советников, но видели в них только орудие для достижения своей цели. Таким образом, Чингисхан, образуя громадное государство, не объединил его разнородные племена общей какой-нибудь религией. Когда же племена эти обособились в уделы с монгольскими властителями во главе правления, духовная жизнь каждой группы пошла своим обособленным путем под влиянием внешних причин. В общем, западные азиатские государи со своими народами подпали под арабскую цивилизацию и ислам, а восточные – под китайскую и тибетский буддизм. В своем завоевательском движении монголы сначала несли с собой уйгурскую цивилизацию и письменность, которую впоследствии пользовались в течение около 1 столетия на Западе, а на Востоке эта письменность в несколько измененном виде сохранилась у монголов до настоящего времени, послужив, между прочим, основой для маньчжурского алфавита.
Теперь остановимся немного подробнее на вопросе уйгуро-монгольских культурных взаимоотношений. На востоке из памятников чисто уйгурской письменности на монгольском языке найден у берегов реки Аргунь так называемый Чингисов камень, написание которого относят к 1224-1300 годам. Затем уйгурскими буквами была написана Юанчаомиши, составленная в 1240 году. К сожалению, монгольского текста с уйгурскими письменами не сохранилось, и таким образом исчез этот редкий и драгоценный старинный памятник монгольского письма. Затем дальнейшему развитию уйгурской письменности, его быстрому и успешному приспособлению к монгольской речи, по-видимому, помешала затея хана Хубилая, который повелел тибетскому ламе Лоде Джалсану, известному более под именем Пакбаламы, составить новые, специальные для монгольской династии письмена, так как династии Ляо, это Кидани, и Цзинь, Джурджени, имели свои собственные племена. В исполнение такого повеления хана этот лама составил так называемое квадратное или государственное письмо, которое, по исследованиям профессора Позднеева, было официальным правительственным письмом при монгольской династии. Хотя восточные историки приписывают изобретение квадратной письменности исключительно Пакбаламе, но образцом для сего письма, может быть, послужило тангутское письмо, изобретенное Юаньхао в 1036 году и имевшее буквы четырехугольной правильной фигуры со многими двойными. Этими буквами тогда были переведены на тангутский язык китайские книги. Одновременно с этим у монгольских ханов, а также и у их народа, стал входить в силу буддизм, с которым, как сказано выше, монголы впервые могли ознакомиться на практике и по литературе уйгуров. Завоевание тангутского государства еще более сблизило монголов с буддизмом, и влияние буддийского духовенства начинает увеличиваться. Здесь опять, судя по историческим сказаниям, завязкой сближения монголов с буддийским духовенством является болезнь хана, который, не найдя целителей среди местных лекарей, пригласил к себе прославившегося у тибетцев ученого, который, по крайней мере, у монгольских правителей должен был найти новую опору для дальнейшего развития буддизма. Обращаясь теперь к, собственно, монгольским сказаниям об истории введения буддизма и письменности, должно говориться вообще, что у нас нет подлинных свидетельств современников, а равно и не найдены подлинные творения деятелей упомянутой эпохи вплоть до XVI века. Авторами сказаний являются люди, уже последующие за этим столетием эпохи. Так что период более 2 столетий остается у нас, если можно так выразиться, без документальных данных на обсуждаемую тему. Таким образом, исследователю приходится иметь дело исключительно с повествованиями позднейших авторов, уже проникшихся буддийскими идеями и освещавших роль тибетских просветителей тенденциозно. По их сказаниям, уже сам Чингисхан, будучи по своему происхождению потомком тибетских ханов, дал предпочтение тибетским святителям и заочно стал благоговеть пред сакьякским ламой Соддамземмо. У следующего же за ним хана Угадея даже в этих сказаниях нет особенно выдающихся заслуг. Оно и понятно, так как все царствование этого хана было посвящено военным действиям против нюдженей и корейцев, а выделение какой-нибудь секты на предпочтительное место не входило в его политику. Отметим значительную разницу китайских и монгольских источников в определении времени царствования Угадея и следующего за ним сына Гуюка. Так, Санансыцин
и другие дают Угадею только 6-летнее царствование, а китайцы – 13-летние. Из сыновей Угадея называют только Гуюка и Годана. При этом первому приписывают только полугодовое, а его брату Годану – 18-летнее царствование. Это 1233 и 1251 годы. Сочинение Джирухену Толтен Телбури называет Годана и Дорта 6-м и 7-м братьями Хубилея. Следуя, видимо, этому источнику, Ховарс повторяет ошибку, утверждая, что Каатун и Годан был братом Хубилая. Впрочем, он тотчас исправляет эту погрешность, говоря, что, насколько ему известно, у Хубилая на самом деле не было брата с таким именем. Такое разногласие в преданиях и исторических свидетельствах, как сказано выше, можно объяснить тем, что монгольские историки очень тенденциозны ко всем, кто оказывал то или иное влияние на развитие буддизма. Годан, будучи удельным князем, действительно впервые завязал сношение с Центральным Тибетом, отправив туда своего полководца Дорта, которого родословно тибетских ханов 5-го Далай-ламы называет Дурта Нангпо, то есть «черный Дурта», так как автор приписывает ему избиение многих духовных лиц в Центральном Тибете. На это же, без сомнения, намекает и предание, что, посылая Дорта пригласить ламу, Годан велел передать следующее: «Вы, святые, должны думать о пользе учения и живых существ. Если ты не прибудешь, а я, послав многочисленное войско, причиню страдания живым существам, то разве ты не будешь страдать мыслью? В таком случае следует тебе прибыть». В это время в Тибете было уже несколько сект, и среди них самым мудрым в законах буддийских считался сакьятский пандита Гунгажалсон, на которого и пал выбор монголов. Он прибыл к Годану в 1246 году и умер в 1251 году, в один год со своим князем-покровителем. Этого ламу должно считать первым насадителем буддизма при дворе монгольского хана. Сочинение Джирухену Толтен Телбури приписывают ему вторичное создание 44-слоговых букв монгольской письменности. В этом сочинении говорится, что Гунгажалсон будто бы взял за образец письменности зубчатую палку для выделки шкур, которую несла одна женщина утром той ночи, когда он размышлял над тем, какую бы форму придать новым буквам. Это же сочинение добавляет, что вследствие или не наступления времени, или не появления благопрепятствующих обстоятельств не было сделано переводов священных законов на монгольский язык. Если принять во внимание, что об изобретении Гунгажалсана монгольской письменности не упоминает ни Санан Цицин, ни 5-й Далай-лама, а главным образом тот факт, что все согласные буквы алфавита основные уйгурские, можно заключить, что Гунгажалсон сделал только попытку начать перевод буддийских законов на монгольский язык уйгурскими письменами, хотя при скептическом отношении к сказаниям и при строгой исторической критике можно приписать этому пандите еще меньшую роль в истории развития монгольской письменности, но зато его нельзя не считать первым, кто ввел буддийские идеи или, по крайней мере, обрядность у монгольских ханов. Он же в числе своих спутников привез и своего племянника Матидвадза Лодежалсон, которому пришлось играть еще большую роль при хане Хубилае. Следующий хан Мункэ, старший сын Тулуя,
Согласно сказаниям Чирхейна Толтен-Телбри и истории буддизма в Монголии, пригласил ламу Карма Бакша, то есть учителя из секты Кармапа, который умер в Лянчжоу в 1283 году, не встретив, по словам первого сочинения, сочувствия у хана Хубилая. Оно, пожалуй, и понятно, если принять во внимание тогдашнюю взаимную борьбу среди тибетских религиозных сект в самом Тибете. Этот антагонизм они, без сомнения, приносили с собой и к монголам, и упомянутый Матидвадза, прозванный Пагбаламой, приобретя влияние при дворе Хубилая, конечно, постарался отстранить от хана представителей другой секты, хотя Иоакин Пичурин и за ним Ховарс сообщают, что Мунка-хан оказал почести тибетскому ламе Намо и дал ему титул Гаши или государственного учителя. О состязании перед Хубилаем между Пагбаламой и Карма-Бакши в «Правлении чудес» упоминает и автор биографии Джанджу Хотукты, по словам которого победа досталась первому. Хаварс пишет, что христианство, мегометанство и буддизм при дворе хана были одинаково терпимы, хотя их проповедники очень домогались обратить хана в свою веру. Выше приведенное сообщение, однако, свидетельствует, что со времени Хубилая монгольские ханы обращаются в буддийскую религию по учению сакьякской секты, представителю которой Пагбаламе Хубилай дает преобладающую власть над Тибетом при помощи военной силы после первого возвращения этого ламы в Тибет в 1265 году. Кроме того, Хубилай хотел дать приказ, чтобы все тибетские секты перешли в одну сакьякскую, но Пагба-лама отговорил хана от такого предприятия. Пагба-лама, как упомянуто выше, составил для монгольского языка квадратное письмо, хотя им не могли переводить на монгольский язык законов учения, но при дворе монгольских ханов берет перевес буддизм, и его представители начинают играть немалую роль в деле просвещения монголов, не ограничиваясь одним только практическим применением своей науки, лечением, лекарствами тибетской медицины, мистическими заклинаниями и обрядами. На этом мы закончим 7-ю часть избранных трудов Гамбажап Ципикова.